Selam bitargala qadrli do'stlar. Kuniga o'ng'ishli o'tin. Короче, biz qizlarga ketib boramiz. Aldık produkты, опять-таки полуфабрикаты. Котлет пеширгаем, котлет aldım tegilerge, сладкое aldım. Qarali, не хотят, чтобы мы приходили. Чем вы там занимаетесь? Да меня дома не будет, на тренировку уйду. Я раньше тоже так говорила родителям, и до сих пор говорю, что меня нет дома. И вы сейчас тоже так говорите нам, да? Конечно, хорошо. Короче, ждите, через 30-40 минут будем. Вот так вот, Альберт, дожили мы с тобой до такого времени, когда дети говорят, что они не дома. Дома dediler. Но скоро будем не дома, dediler. Аж коттары осып кетті, когда услышали, что мы к ним едем. Вот интересно, да? Это бумеранг называется, достар. Потому что мы сами так вот тоже поступаем, иногда говорим, мы не дома. Давай сюда. Неме алдың қыздарым. А он тоже тот пакет снагалда қой. Анда ведь заморозка бар. Замороженные полуфабрикаты. Вообще, на самом деле, Кэши, когда отдельно живет, один живет, ест только полуфабрикаты, сосиски и яйца. Я по себе знаю. Поэтому қыздарға біз полуфабрикат ташивают, потому что они один черт себе не готовят. Короче, пельмень да пельмень, замороженный тауық қызға әпкелдік. Все остатки и срока сыққан бельмендерді әпкелдік. Да шучу я. Это, тамду, конская, прикольная. Его замораживать его надо? Нет, я заморозила, курктым, что, водолор тип. Если хадра шагат холодильника, так я... Сегодня первый день, когда я выхожу в свет. Я думала, Аделина, кусақтала екен, чем өргенім үтлеп. Из этого рилс можно сделать. Ты видела, да, он так приблизился руками. Я думала, кусақтала елей, что ты, Аделина ауырып кеткен. Аделина, расскажи-ка всем, какой у тебя папа? Папа хороший. Немножко... Чёрствый. Немножко черствый, совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть, На 8 марта как-то раз вы ждали цветы, Ага. а он, вы не помните, мне он подарил тушенку, от Зальки кильку в томатном соусе, а вам он что подарил, я не помню, тоже что-то какую-то консерву. Консервы, блин, я не помню, да? Да. Офигеть. Вот. Вот такой у нас папа. Зато хозяйственный, ух. Да. А ты расскажи, помнишь, как ты позвонила и сказала, что тебя уволили с работы? Что он сказал? На громкой связи стояла. Папа нашел тройня. Ты говоришь, пап, я с работы ушла, говорит, уволилась. Сейчас пока без работы. Там типа денег нету. А папа такой, говорит, да? Ну ладно, давай, пока. Ты не помнишь? Нет, я не помню. Я тогда его отругала. Я говорю, ты дурак, что ли? Говорю, зачем так говоришь? Ну, а что сказать? Вот такой вот папа. Аделина, переведи, у меня лезет реклама, что ли? Нормально. Нет, переведи. У меня есть костюм. Костюмчик зато теперь дома. Ладно, имя было подарок. Премия. 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 Сегодня шикуем, братан. Я угощаю. Бургер Кинг var aşağıda. Restoran katı geldi. Мы такие, там, с тобой 8 вечера, такие бургерки. Мне можете там волосы дать деньги? И Азалияға 5 мың ver. И там 5 мың долларов. А сколько? 9000. Офигеть. Офигеть! Это что он делает за 9 тысяч? Иняң башы ялапсыға, что ли, сәсіңді? Что это за 9 тысяч, что он делает? Кім емейсімі? Арслан, ты что там, офигел, что ли? За 9 тысяч волосы красишь? Офигеть! Так 9 это нормально. Какой 9 нормальный иняң башы? Зачем будет? Я сама могу, гидро... Не надо, не Как в надо. молодости. Гидропиритман. Разбавила вода, вода оттуда. Значит, что мы даже взрывоопасны. Индустрия красоты зашибает деньги иняң баштары білін. Нетіп алғандар білін, немекелі шашып кеткендер. Потому что бүтін бисәлер, эштеттелер, нелерін. Не в ту индустрию мы пошли, а за... Вот, надо было косметологтан парикмахерға оқып аларға. Хәлі тоже 10 мыңға сіз красить отыр. Евердің мақсамы? Типа ұныттым. Хәдір мына соқ кетеді, машина отыра олайды. Мен не ұныттым. И вернеткен может? Новости дня. Короче, мы больше с Реналем вместе не работаем. Никакого скандала не было. Конечно, это было бы интереснее вам слушать, если был бы скандал. Никаких разборок не было, никаких обид. Ну, обид не было, типа, эй, ты поумай. У каждого в душе, наверное, что-то осталось. Какая-то обида, наверное. Я так думаю, по крайней мере.
Короче, почему мы решили разойтись? Потому что мы устали друг от друга. Он устал от меня, я не устала от него. Шучу. На самом деле, действительно друг от друга устали, наверное. Мы так подумали. И приняли решение вместе больше не работать. Он уходит в свободное плавание. Я иду своей дорогой. Короче, мы друг другу были очень нужны, поэтому, наверное, встретились. Друг другу очень помогли, Аллаху шукр. И взяли для себя все, что нужно было от друг друга. Получили все это. И поняли, что уже пора расходиться. Ну, шло это сейчас, на данный момент, пока у меня никого нету, но я уже веду переговоры с одним человеком. Я не знаю, он согласится или нет. Но Аллах бирха, на следующей неделе узнаем. Эту неделю Риналь до конца дорабатывает, и все, наши пути расходятся. Вот. Мне было тяжело расставаться с Риналем. Мен даже кисе илабытты. Мына илабыткан аркахында менің көздерім шешінген. Ну, конечно же, я расстроилась очень сильно, потому что уже человеку привыкла. Вначале мы, конечно, очень долго притирались друг к другу, не могли найти общий язык, но потом мы очень хорошо с ним сработались, и у нас такая хорошая команда была. И, ну, вот там ведь настал, значит, этот момент, что уже не можем вместе работать. Он уже тоже хочет развиваться отдельно как личность, отдельно хочет вести свой блог, свои проекты. К новому человеку всегда привыкать тяжело. Кто со мной дальше будет работать, Аллах бирха, вы узнаете на следующей неделе. Надеюсь, мы с ним тоже хорошо сработаемся. Надеюсь. Опять-таки, у меня тоже нелегкий характер, Достар. Я очень импульсивная, очень грубая, очень требовательная. Вот в этом плане у меня вот эти минусы характера. Ну, надеюсь, что сработаемся. Шулай хальдар, Достар. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. When I see you Возле рта у меня почему-то прыщи пошли. Это, наверное, из-за того, что я много чего болтаю лишнего. Buonasera, buonasera, signorina. Buonasera, signorina, ciao, ciao. Buonasera, buonasera, signorina. Buonasera, signorina, ciao, ciao. Сейчас я вас научу, как готовить свекольник. Это почти что борщ, но не борщ. Очень вкусный вообще, между прочим, свекольник. Вкуснее, чем борщ даже. Мы его в садике раньше готовили. Вот так вот. Кто не любит капусту, может готовить свекольник. Итак, достар, мына қойдан пішірерге бульончик, харық боты, говядина и адраккина тауық бар бұнда. Крышка даже я алмай, потому что мне алып таштамаған почему-то Альберт. И бында уже мен поставила готовиться свекланы. Вот. Сюда, короче, положила чуть-чуть подсолнечное масло, чуть-чуть воды и уксус налила яблочный. И вот берга тушить я чуть-чуть потушу минут 5-7. И вот я уже овощи приготовила. Тут, короче, у меня морковка, болгарский перец, лук. Короче, достар, мен бетінде пішірдім борщ түгілу. Свекольник. Вообще хотел там келіп сықты. И в итоге, бірақ ашаманы. Альберту почему-то не понравилось. Ашашам кемейті, балық ашайым тип, балық артынан кетті. Короче, тогда бульонға закинула хуған,
болгарский перец мелко накрошенный, морковку через терку. Адракана кайнаттым да, беширдым да, когда уже бешкес, закинула туда тушеную свеклу на подсолнечном масле. Подсолнечное масло я сейчас чуть-чуть только налила, видели ведь в уксусе. И все. Понимаете? А, еще положила томатную пасту. И очень вкусный, насыщенный, вот сейчас покажу вам, получился свекольник. Вот он. Что-то тут некрасиво показывает. Вот так-то он вот такой вот. Видите, вот. Прямо тыршып-тырмашып. Жирный бульонда беширдим битинде. Вообще хатар яним күйді прямо. Тыршып беширген болаң біреуді ұқшамай білеқім. Очень вкусно. Ну, там достав. Просто обалденный. Бөлшағыдан ендей тамды ол. Прямо түрлі тоже. Қатарнық тамды. А, забыла сказать. Еще это. В конце лавровый лист кинула. И чеснок. Выдавила через чеснокодавилку. 2-3 зубчика. Вскипятила и выключила. Обалденно вкусный свекольник. Я вообще люблю большие свекольники. Короче, достар мына бізге келді Алина, дизайнер, как раз таки ол біздің квартира, на которой на планете дизайн проекты іштеген. Біз хаманда ремонт істеп баштамаған, мы скоро начнем алаберха. И хадыр мен Алинаны пригласила, чтобы ол әдрак какую-то новинку в доме нам ввела енді. Ввела была изюминку. Потому что бүтін жерде одни стены, немекелю, вагонка. Вагонка достала до такой степени, что мен Алинаға айтым, ну что-нибудь новое надо нам. А еще, кстати, вот тут тоже нам надо, Алина. Посмотри, пожалуйста, что здесь можно сделать. Короче, у нас тут будет этот гостевой домик. Тут мангальная зона, все такое. Вот здесь, короче, я хочу диван. Да. Сюда я на стену заказала уже ручной работы этот ковер, баласт. Цветастый такой, шерстяной, и шаляр, боромбуса. По-башкирски, понимаете, да? Да? Ну вот, баласт хочу. Его уже сделали. Вот сюда хочу повесить. Тут какой диван, цвет не знаю. Диван какой-нибудь надо. И вот тут надо понять, сюда ставить жалюзи или шторы, или что мне. Ну, короче, тут тоже надо что-то делать интересное. Вот я хочу, короче, на кухне вот эта стена, чтобы что-то было. Альберт, короче, предлагает вот эту стену полностью обшить этим. Нет, кирпич. Имитация кирпича. Может, говорит, так интереснее будет? Он хочет здесь кирпич сделать. Не знаю, это же как красиво будет, не будет. А, мы не знаем, поэтому нам на этой стене что-то надо. Она нас бесит. И вот тут надо. Вот опять-таки коридор идет, да, Алина? И вот эта стена опять-таки что-то не то. Вот тут что-то надо. Потом я хочу все в зале, смотрите, что сделать. Палас поменять. Он мне не нравится уже. Шторы поменять. И этот... Пока все. Ну, что-то внести. Палас, шторы какие. Я не умею подбирать шторы. Вон тупойский какой-то опять-таки. Может, диван еще поменять надо. Ну, нежелательно. Дорого обходится. А если фрески сюда? Я не знаю. Что-то надо мне. Кирпич, мне кажется, как-то опять он будет белый, и это, да? Я не знаю, какой вы предложите. Да. И вот спальня. Спальня вот тут тоже хочу поменять. Спальня, так. Спальня я хочу эту стену тоже опять-таки что-то сделать. Видите, у нас везде вагонка, и она меня уже раздражать начала. Альберт говорит, давай все сними, говорит, обои наклеим. Но я не хочу обои. Мне нравится дерево, но то, что везде, вот тут хочу, может, тоже палас ручной работы. Коврик цветастый такой повесить. Ну, если нравится, да? Только какого цвета? Тут тоже шторы надо поменять. И опять-таки этот. Может палас не менять, а шторы поменять и покрывало поменять. Алина недорого шли. Она квартираға дизайн проекты штаттек. Вообще, осот деп айтмайм, нормальный вообще, хейвет хаққаштан. Потому что мы всех дизайнеров перебрали. Он вообще бешеный хақтар дизайнерский проект штейдерны. А Алина беткамна нормальный хаққаштаны. Мы же переезжали постоянно каждый год. Короче, строили дом новый. В новый дом переезжали, старый продавали. А сейчас мы не хотим так делать. Остались в этом доме жить. Мы решили остаться в этом доме. И поэтому
Хәзер переезжать итмәгәч, я уже не знаю, был үй ялктым был үйдән, устала я от этого дома. А раньше переезжали, что-то всегда новое было, новые проекты, и было интересно. А сейчас же никак новый проект yok. Поэтому решили дизайнера нанять. Альберт, ты вообще справишься ремонт, Альберт? Там же сложный ремонт. Я не справлюсь, ты. Ты путаешь, именно привык үйдер строить. Шап-шоп нашлепал вагонки, ламинат алдың и все. А там же квартира, ну скажи, там же сложный ремонт, Алина. Ну, Молодец. вместе справимся. Я же не один ремонт тоже сделала уже. Думаешь, он справится? Конечно. Недавно смотрела в Леруа обои вот эти, которые подобрали в проекте. Ну, пока они есть. Я вот думаю, не дай бог закончится. Потому что мы на той неделе заезжали, себе обои взяли. И вот на этой неделе заехали уже вообще по-другому там все. Ну я тоже ему говорю, закупайся, меня же не слушается. Материал хотя бы надо купить. Надо тогда ему скажи ты так. Хотя бы обои, А наверное. вот эти фрески-то они будут, которые... Нет, ты ему вот скажи так, он меня же не слушается. Мы на этом месте поедем закупаться, да? Это по материалам каким имеете? Это вот по этому дому. Ну, где-то 2-3 недели будет. Да? Ну ладно. Угу. А этот, я же не смогу сама где что купить-то. Все, купим. Да? Ладно, то. А то я сама не знаю. А вот насчет паласа, скажешь, да, как бы? Да. Ребенок уже плачет. Шторы тоже. Шторы это обязательно. Угу. И какой палас? Все, елай баштайм. Күрәдеңме ме? Хәзерге әсәйдәр ниндәй? Бәләкәй балаларман, параллельно имеделәр, карайдар, параллельно эшләйдәр. Вот такое сейчас, такие сейчас мамы. Ладно, пока. Рахмат зуритов. Ладно, ладно, давай, пока. Пока мама работала, уже проголодался мына бәпәй. Ашарға хорай. Вот хәзерге яшьтәр молодцы, блин. Декретта утырам кип тормайдар, эшләйдәр параллельно. Вообще, хәзерге яшьтәр вообще молодцы. Очень деятельные. Без все равно улай булманык элек. Келе! Короче, достар, Альберт қайтқанда өтінде ауылға өтей. Қайнелерге айтмаған, что мен гастрольда болғаным. Мен бітінде... Сен гастрольда болдың ғой. Не бітін қайда болдың мен? Сен қолағына болған ба? В смысле, қара қорқа. Білер, что мен бұл стористі қалам. И қайнелерге айтмаған, что мен гастрольда болдым. Сен қолағына болдың. Қорқа, прикиньте, ояла почему-то айтерге. Ана менің шурупа бір табылды. Шуруповертті табылған еще, достар. Қара. Меня бір адайлық тамы назад мен айта, эй, біз бүтін дүнияны құптар бәдім сақтылай, әпет айта, урдағандар де. Ана кетіп қоғандар. Мен мұна қуам, мен мұнда не қада қуам. Мұнсаға келтіріп қоғандар акасы, шуруповерті. Бурдар, үстел астына тығып қоғандар. Білдеген ме? Ой, мені ты не убиваешь просто-напросто. Там бір кил қайта. Мен үшін ауыр көтерге ярамай, ты меня заставляешь банить. Вот тау өзім жоғам дейдім білі, қамын қауыт. Ол дақсы сен білін. Ладно, еще касай. Сенен доласы кіші ектір. Инен долдақсы кіші ектір. Альберт Наилевич, почему вы не хотели отпускать башкирскую домохозяйку на гастроли в Абзиловский район? Как еще отпускать без меня? И во-вторых, анда жиын бала сағады. И там вообще я думал, что девушек не будет. Жиын баласағалар алдында, жиын баласағаларына нельзя, что ли, башкирский домохозяйка еруге? Ну, сенің біздің возраст бар өтінде уже. В смысле возраст? Возрасттағы артистерге с молодыми нельзя выступать, что ли? Ну, бара-бар, средний барат ештеңінде. И Ну, меня же не зовут на гастроли Анвар Нургалиев, Айдар Галимов. вот так кто тебе будет звать? Кто будет гастроли еще? Вот именно! Потому что меня не зовут Анвар Нургалиев и Айдар Галимов, поэтому мне приходится ездить на гастроли жиын баласағаларынан. Оларға неме керек сен олар. Қалай довольный кулейнем уже. А почему бы и нет? Может, он закрыл когда-нибудь. Почему вы считаете, что Анвар Нургалиев и Айдар Галимов не могут позвать меня на гастроли? Ну, олар... Несеңіне көтеп болып позовут сені еще, блин, ердай білман күшін. Елай бересің, конечно. Нифига себе, вы думаете, что башкирская домохозяйка на самом деле некрасиво поет? Не, нормально поешь, конечно. Нет, скажи честно свое мнение. Ну, нормально поешь. На сколько баллов? Честно. Ну, из 100? Из 100. Ну,
51-49. Почему вы не поехали на гастроли с башкирской домохозяйкой? Блин, я заколебался уже ездить куда-то, блин. Я анандыгана тугун. Ах, вы, значит, заколебались возить башкирскую домохозяйку туда-сюда. Мен объяли яғына был уже, блин, сколько раз? Раз 10 уже ездил. И чё, башкирская домохозяйка Нуриман Ягана ездит почти каждую неделю и не жалуется. А почему вы жалуетесь? Туда 50, туда 500 пошли, блин. И чё? Кто виноват, что вы женились на Абзелиловке? Абзелиловчик. Блин. Ну вот. Уже зря алмайсың, блин. Абзелиловки. Абзелиловские девочки. Девочки. Вот именно, Ну, девочки. я сначала не знал, что так туда ездить много надо. Я зашел в магазин, затопили баню. Я захотел, бутылочку пива. Я говорю, есть такое пиво? Нет такого пива. А есть такое? Нет такого пива. А такое? Нету. Потом мне говорят, вообще ничего нету. Если или бары пиво, берешь это, не берешь, выходи. Я в шоке был. У нас такого-то Нуриманова нету. Ого. Что, Нуриманова у вас помягче разговаривает? Конечно. У нас Нуриманова. Нуриманова, Иглино, ну вот наши края, люди помягче. Намного мягче, чем Абьялиль, там, я не знаю, Баймак. Вот. Безе намного мягче, там, наверное, пожестче. Ну, я уже привык. Чем отличается башкорттар татардардан? Вот тема. Но мен эксперт түгел, мен өзімдің исходя из своего опыта только могу сөйлерге. Біләгедме, мен қайдан разница көрдім. Когда, короче, меня рекламный аккаунтқа яда башланылар рекламодательдер. Рекламодательдер начали писать пекенде, и мен начала различать башкирских рекламодателей от татарских рекламодателей. Знаете чем? Пишут башкирские рекламодатели. Здравствуйте, Милюша. Землякам скидка есть, нет? Землякам почти бесплатно городlar. Представляете ма? Башкорттар торговаться ете баштайды. Сразу же. Не скидка істедіңдер. Я шунсықты процент. Мынсықты процент. Башкорттарды поддержите. Неше башкорттарды поддерживать мехет? Башкорттарды надо поддержать. Түйдерінде. А татардар никогда в жизни скидка хорамайдар. В жизни хорамайдар скидка. Как есть, алар еще хиңа товар ебәрәләр, еще плюс оплачивать тәләр. И вот мен шунда хидим огромную разницу между башкирами и татарами. И еще бездекелер, evet, не в обиду сказано, башкурттар не умеет, оказывается, вести переговоры. Не сильны в переговорах. Мына мен өзімден алып тоже айтам, мен бит енді башкорт, и я тоже не умею вести переговоры. Когда мне что-то не нравится, мен тутамда махом отрубаю. Эй, нафиг! Да пошли вы! Не хочу с вами работать! Эрдеймді таштайым. Вот, біләгіме, вообще, если что-то не по мне, все, идите нафиг! А татардар, evet, алар умеют сглаживать углы. Они очень красиво все преподносят, готовы согласиться на любые условия. И они прямо так, знаете, красиво все говорят, да. И даже когда реклама выходит, они пишут: спасибо большое, Милюша Ханен, реклама была отличная, огромное вам спасибо. И дальше будем с вами сотрудничать. Не. Шундай матур деп сөйлейді, что дальше алармен ишлеги келе. Понимаете? Ишлеги келе. Но башкурттардың мына шу огромный минус. И этот минус и у меня есть.